Обзор главных событий дня вашему вниманию представляет информационная программа «Новости» в студии Насиба Гулямова. Здравствуйте. Сегодня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон провел телефонный разговор с президентом Республики Казахстан, уважаемым Касымом Жомартом Токаевым. В начале беседы глава нашего государства тепло поздравил президента Республики Казахстан с днем рождения, пожелав ему больших успехов в реализации поставленных целей и планов во благо братского народа Казахстана. Лидер нации отметил высокую динамику развития таджикско-казахстанских отношений сотрудничества, которые благодаря совместным усилиям вышли на уровень стратегического партнерства и союзничества. Был подчеркнут важный вклад президента Казахстана в последовательном продвижении этого процесса. Стороны обменялись мнениями по отдельным вопросам международной и региональной повестки, а также обсудили график предстоящих двухсторонних и многосторонних встреч на высшем уровне. Мы продолжаем выпуск. Директор-распределитель Международного валютного фонда госпожа Кристалина Георгиева высказала свои мнения относительно развития сотрудничества Таджикистана и Международного валютного фонда вот таким образом. Я начну с того, чтобы поблагодарить президента, правительство и всех тех, с которыми мы здесь встречаемся для теплого приема. Это визит нашей команды очень своевременно. Почему? Потому что мы только что приняли новую программу для поддержки реформ Таджикистана, чтобы возможности правительства финансировать то, что необходимо для благоденствия народа, были улучшены, и инвестиционный климат Таджикистана тоже улучшился. Мне было исключительно интересно общаться с президентом. Президент Рахмон, очень глубоко думающий человек. То, что мы обсуждали, касается две темы. Во-первых, наша программа. Выполнение этой программы поможет Таджикистан побыстрее развивать свои экономики и, кроме того, поможет привлечь иностранных инвесторов. Вторая тема, она связана. Таджикистан на сегодняшний день готов ускорить работу по очень важным проектам. Рагун. Рагун является огромнейшей возможностью для развития не только экономики Таджикистана, но и экономики всего региона. И поскольку наша программа ориентирована к поддержке реформ, более прозрачное поведение правительства, чтобы народ знал, откуда денег приезжает, где они уезжают, это тоже помочь увеличить доверие инвесторов и ускорить финансирование этого проекта. У нас очень хорошие взаимоотношения. Они строятся на основе взаимного доверия. Наша команда работает серьезно по тому, чтобы определить, где места, где реформы могут лучше помочь развитию экономики. И мне кажется, что со стороны правительства есть очень сильный интерес к тому, что фундаментальные изменения, которые происходят здесь, они были сделаны с точки зрения людей страны. Я встретилась с женщинами, и правительства, из частного сектора, и то, что мне они говорили, было: страна меняется к лучшему. Мы, женщины, имеем более возможности участвовать в экономической жизни. Наше правительство, наш президент поддерживает этих изменений. Все, что здесь я вижу, мне очень радует, потому что Таджикистан сегодня
выглядеть настолько много лучше, чем когда я была здесь первый раз в середине 90-х годах. Я была здесь, тогда было, как вы хорошо знаете, время тяжелое, и Душанбе не выглядел как сегодня. Я рада для этих перемен и тоже очень рада, что мы, Международный валютный фонд, в состоянии поддерживать страны в процессе изменения тех условий работы, которые делают для частного сектора легче, и те, которые оттуда, таджики, и те, которые приезжают и вне страны, чтобы они могли создавать рабочие места. Экономика Таджикистана оказалась очень устойчивой. Как мы знаем, была пандемия, и все это ухудшило состояние экономики мира. В результате реформ, которые были приняты, рост на прошлый год 8,3%, инфляция снизилась на прошлый год 3,8%, резервы увеличились, долг понизился, то есть экономические показатели дают нам возможности определиться, что это экономика, которая двигается в правильном направлении. И нас это, конечно, очень радует. Талант таджиков впечатляющий. Я хочу пожелать людей здесь всего самого лучшего. Таджикистан, благодаря своим стратегическим водным инициативам, которые реализуются под руководством лидера нации, президента страны, уважаемого Эмомали Рахмона, получил признание лидерства в продвижении глобальных водных и климатических программ. Так, в майском номере престижного азербайджанского англоязычного журнала «Азербайджанский обозреватель» опубликована статья о международных водных и климатических инициативах нашего президента Эмомали Рахмона. В статье, опубликованной в престижном азербайджанском англоязычном журнале, подчеркнуто, что Таджикистан благодаря своим стратегическим инициативам по рациональному использованию водных ресурсов и смягчению последствий изменения климата, которые реализуются под руководством президента страны уважаемого Эмомали Рахмона, получил признание лидерства продвижения глобальных водных и климатических программ. Также в статье дана подробная информация о туристическом потенциале и культурно-исторических достопримечательностях Республики Таджикистан, о политике правительства страны по развитию туристической отрасли и возрождению народных ремесел. Отметим, что совсем недавно в популярных изданиях Пакистана на английском и урду опубликованы статьи под общим названием «Республика Таджикистан является флагманом в области водных инициатив», посвященные глобальным инициативам основателя мира и национального единства лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, в области водных ресурсов. В настоящее время в стране основательно готовится к проведению третьей международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы, которая состоится в июне текущего года в городе Душанбе. Согласно программе, в рамках предстоящей водной конференции планируется проведение пленарных заседаний, интерактивных диалогов, параллельных мероприятий, форумов, отдельных сессий по водным и климатическим вопросам. Инициативы руководства Республики Таджикистан в решении водных проблем, поддержанные Организацией Объединенных Наций, уже давно перешли от уровня изучения до практической реализации международным сообществом. Карим Хайдар, Дишоди Хушпахт, новости. В филиале Национального исследовательского технологического университета МИСИС в Душанбе создан Центр русского языка и культуры. Он оснащен самым современным оборудованием и передовыми технологиями. В филиале Национального исследовательского технологического университета МИСИС в Душанбе состоялась церемония торжественного открытия Центра русского языка и культуры. На базе этого центра будет налажена работа по реализации образовательных проектов.
Это центр, который станет коммуникационной площадкой для студентов нашего филиала, для студентов других филиалов, а также для школьников. Мы планируем развивать программы и реализовывать программы подготовки по русскому языку, по культуре, по истории России. Мы понимаем, насколько важно сегодня молодому поколению знать о том, чем богата одна культура, таджикская культура, чем богата российская культура. И если мы реализуем концепцию межкультурной коммуникации, и наши студенты смогут узнавать о культурах своих стран больше и будут в совершенстве владеть русским языком, то у них будут больше возможностей в этом мире, и плюс ко всему они смогут укреплять сотрудничество и взаимодействие наших стран. В Таджикистане особое внимание уделяется изучению русского языка. Российская Федерация построила 5 средних общеобразовательных школ русским языком обучения в различных регионах Таджикистана. Функционируют филиалы престижных российских вузов в Душанбе. Успешно реализуется международный гуманитарный проект «Российский учитель за рубежом». Намечены новые проекты и строительство новых культурных и образовательных объектов. Открытие Центра русского языка и культуры в филиале МИСИС в Душанбе стало еще одной яркой страницей в популяризации русского языка в Таджикистане. Шахлубердиева, Дильшоди Хушбахт. Новости. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. Я благодарю вас за внимание. Будьте здоровы.